Уважаемый, приветствую всех, уважаемые алматинцы. Я тоже коренной житель Алматы. Для меня ситуация в городе экологическая всегда является очень важной темой. Я помню, когда в молодости Алмата был зеленым городом, чистый воздух, было приятно бегать по улицам. В настоящее время, как вы знаете, смог покрывает полностью наш город. Даже тот же занятие спортом, занятие бегом в городе становится токсичным, так как мы через свой организм проводим огромное количество газов, выхлопов. В настоящее время я являюсь членом партии «Зеленых Байтак». Мы продвигаем экологические темы. В нашей партии, именно в филиале города Алматы, очень много ученых в части защиты растений, в части экологии. В связи с чем нами была проведена работа по выявлению причин заболеваний деревьев в нашем городе. Вы заметили, что последние 5 лет город заселен вредителями. Данные вредители насекомые были привезены из соседних стран в связи с тем, что логистика республики сильно расширяется самолетами, ЖД-транспортом, другими, даже автотранспортом. Привозится очень много различных видов, рас насекомых, которые приживаются здесь и в настоящее время поедают наши деревья. При анализе ситуации мы поняли, что обработка деревьев проводится, можно сказать, ненадлежащими поставщиками, обычными частными компаниями, которые не имеют в своем арсенале необходимое оборудование для определения видов рас животных, не имеют в своем арсенале научных сотрудников, которые разбираются в этом. То есть получается так, что люди некомпетентно занимаются. Вот что такое деревья? Деревья — это у нас тоже, прежде всего, живой организм. Для того, чтобы определить правильное лечение, как говорят доктора говорят, что лечение — это прежде всего 90% от лечения — это правильная диагностика. То есть, когда правильная диагностика определяется, выписываются, соответственно, правильные лекарственные препараты, правильно назначается лечение, и организм выздоравливает. В нашем случае получается, что деревья вовремя, то есть у каждого паразита есть определенные циклы, то есть размножение, цикл тогда, когда он уходит под почву, цикл вегетативный, когда он взлетает и так далее, когда он заражает листья, заражает кору своими яйцами и так далее. И здесь получается такая ситуация, что, не зная вот этих всех циклов, не разбираясь, какой вид растений, частные поставщики услуг по обработке деревьев поливают их ядохимикатами. Ядохимикатами, то есть, если, допустим, они уже с земли вышли с земли, полетели уже, значит, на деревья садятся, они поливают в эту землю. Или наоборот, когда они зашли уже вовнутрь листа, данные поставщики начинают поливать ядохимикатами, но от этого, естественно, никакой пользы для дерева нет. В то же время ядохимикаты являются причиной аллергии, возникновения аллергии у людей. Массовая, то есть, получается, акимат смотрит, нет у них эффекта от их полива. Они говорят, поливайте еще раз, принимайте, дополнительно обрабатывайте деревья. Не обрабатывают дополнительно. Берут недорогие ядохимикаты, им поливают, в связи с чем идет массовая аллергия, массовые заболевания людей, наших горожан. Также эти ядохимикаты приводят к таким плачевным ситуациям, как рождение неполноценных детей. Это тоже надо очень правильно понимать. Неправильная обработка. В связи с данным упущениями в нашей партии были разработаны определенные предложения, конкретные предложения, даны конкретные поручения акимату города Алматы, изменение этой ситуации в части, допустим, изменения той же технической спецификации на проводимые конкурсы по обработке деревьев, для того, чтобы были привлечены надлежащие поставщики, имеющие опыт, прежде всего научный опыт, научные сотрудники. Второе, чтобы имелось оборудование, не только такое оборудование, мы не имеем даже в виду оборудование по обработке деревьев, мы имеем в виду оборудование для определения рас насекомых, видов насекомых, оборудование по определению периодов насекомых, определение по, допустим, по той же температуре почвы, когда, допустим, уже снег спал, когда уже пойдут
определенные периоды насекомых. Вот все данное оборудование в оперативном порядке должно быть у поставщиков. Только если все эти параметры будут выдержаны, будут обрабатываться деревья надлежащим образом, и все деревья, я думаю, будут вылечены. Есть возможность вылечить все деревья, есть возможность сохранить зеленый фонд нашего города. Мы, как партия Байтак, все усилия для этого принимаем. Мы, как партия, будем полностью контролировать данный процесс. И я думаю, что совместными усилиями с акиматом города Алматы зеленый фонд города будет спасен.